Здравствуйте! Время реальной экономики, в студии Тимур Бекмурзин. То, о чем еще недавно мы говорили неуверенно, с оговорками, самое время реализовать на практике. Жизнь в условиях новой реальности меняет экономический ландшафт и у нас, и на Западе, да и, пожалуй, во всем мире. Сейчас все разговоры о том, в какой форме и в каком масштабе будет введено против России нефтяное и газовое эмбарго. Чем оно обернется для нас, нашей экономики и экономики недружественных стран. Я же предлагаю сместить фокус с этой темы, не обсуждать только потери и неудобства, а поговорить о вызовах, о новых трендах, которые в будущем откроют и новые возможности. Если уж честно и откровенно, нам уже давно следовало вылезти из этой комфортной теплой ванной сырьевой модели экономики. Об этом мы не раз говорили в нашей программе. Доля нефтегазовых доходов в российском бюджете все еще велика. Например, в 2021 году она составляла 36%. Причем основную часть приносит именно нефть. Надо понимать, в одночасье по щелчку пальцев эту структуру экономики не поменять. Однако уже сейчас, в ближайшие недели и месяцы нас ждут перемены. Для нефтегазовой промышленности руководство страны обозначило следующие ключевые задачи. Устойчивое снабжение внутреннего рынка, диверсификация экспорта, развитие глубокой переработки. Может показаться, что задачи не новые, другое дело, что сейчас уже нельзя откладывать их решение на потом. Час Х наступил, и приоритеты поменялись. Стратегическая линия на сегодня – обеспечение устойчивого снабжения энергоресурсами внутреннего рынка. Более того, в условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей. И чтобы простимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно. Экспорт тоже не выпадает из повестки насовсем. Надо исходить из того, что он вынужденно меняет направление с Запада на быстро растущие рынки Востока и Юга. Это, к слову, тенденция последних лет. Теперь ее нужно закрепить. Ну и третье – развитие глубокой переработки нефти и газа. Россия серьезно продвинулась в этом направлении. Реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство, причем сделать это максимально быстро. В этой связи особый интерес представляет опыт наиболее успешных регионов и компаний, которые занимаются нефтепереработкой на системном уровне, такие как Татарстан и компания «Таиф НК». Уже пора всем понять, что экспорт энергоносителей – дорогое удовольствие, в том плане, что он дорого обходится для будущего, да и настоящего страны. Ведь если вдуматься, гораздо выгоднее развивать собственную экономику, пользуясь дешевыми энергоресурсами, и догонять отставание в химии и машиностроении. Это осознание приходит непросто. В Татарстане к нему пришли несколько раньше и в какой-то степени вынужденно. Одним из законодателей МОД в этом направлении стала компания «Таиф», которая стояла у истоков создания и развития современной нефтепереработки в республике. О том, как появилась компания «Таиф НК», как она превратилась в одного из лидеров отрасли, в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Вот на этом месте, где мы стоим, было болото и кустарник. Проектировщикам хорошо постараться, чтобы установка ЛО обросла вот этим комплексом гидроочистки средних дистиллятов. Установка визбрейкинг, параллельно строилась битумная установка. Расширялись товарно-сырьевые парки. Непрерывное развитие «Таиф НК» от устаревшей установки ЛОА ВТ-7, прямогонного бензина и котельного топлива до современного производства и Евро-5. Каким был путь одного из лидеров отечественной нефтепереработки, как сегодня модернизируется предприятие? Всю жизнь мы что-то строили, все достигали каких-то результатов. То Евро-4, то Евро-5, то увеличение производительности, то увеличение корзины продуктов. Этапов было много, но всегда мы шли в ногу со временем. Новейшая история компании в лицах, цифрах и деталях в первой части нашей программы. Все руководители наших заводов и в управлении на 95% они выросли тут. Они сами себя сделали. Профессиональные кадры «Таиф НК» – люди, которые знают, как тяжелую нефть превратить в качественные нефтепродукты. Давайте познакомимся с ними поближе.
У нас нет людей, у которых на спине написано «наставник», но есть всегда люди, которые не ленятся научить кого-то. Самое главное, чтобы не ленились спрашивать. Вот, поэтому я горжусь такими людьми, такими работниками. Дай Бог им здоровья, больше знаний и всегда быть с нами в одной команде. Как работает система наставничества на предприятии? Молодые кадры ТАИФНК. Кто приходит на смену опытным мастерам и как сделать карьеру в нефтепереработке? Все расскажем и покажем. Нефтяная игла, сырьевая зависимость, примитивная торговля энергоресурсами. С каких-то пор мы стали так часто жонглировать этими понятиями и словосочетаниями, что смысл стал теряться. А чего, собственно, мы хотим? Отказаться от нашего стратегического преимущества нефти и газа? Да нет, конечно. Резко сократить экспорт? Вроде бы тоже напрямую так никто задачу не ставит. Нам нужно двигаться поэтапно в сторону развития устойчивого внутреннего рынка и собственной глубокой нефтепереработки. И опять же, давайте без иллюзий. Это очень сложная задача, которая потребует от нас громадных усилий и воли. Будем справедливы и объективны. В свое время даже всесильному Советскому Союзу этой воли не хватило. Что уж тут спорить, модель сырьевой экономики – это наследство от позднего СССР. Такой дисбаланс в экономике был фирменным стилем Советского Союза. Советская Татария в 50-е, 60-е годы и Западная Сибирь в 70-е и 80-е годы – нефтяные регионы, на которых держались мнимые мощи и благополучие СССР. Надо отдать должное героизму и трудовому подвигу советских нефтяников, но, к сожалению, выкачивая из подземных кладовых миллиарды тонн черного золота, советские руководители не озаботились о строительстве столь же мощной нефтеперерабатывающей промышленности в Татарстане или где-то еще. В результате России от СССР досталось лишь 26 морально и физически устаревших нефтеперерабатывающих заводов. Для сравнения, в США их было свыше 200. Тем не менее, нефтепереработка в России, начиная с конца 90-х, стала одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Причем современные НПЗ в нашей стране появлялись, несмотря на объективные трудности и проблемы, такие как высокий уровень выработки месторождений, слабую геологоразведку, геополитические риски, включающие в себя экономические санкции, скачки мировых цен, нехватку производственных мощностей, устаревшее оборудование, волатильность национальной валюты, возникновение множества мелких производителей, поставляющих продукцию низкого качества, особенности территориального месторасположения предприятий и так далее. Долгие годы Татарстан, являясь одним из лидеров по нефтедобыче в СССР, оставался просто поставщиком углеводородного сырья. В 1979 году в составе Нижнекамск-нефтехима был запущен завод первичной переработки нефти ЛОО ВТ-7, ставший поставщиком сырья прямогонного бензина на основные производства нефтехимического комплекса. Но этого в республике было недостаточно. Фактическое отсутствие собственных нефтеперерабатывающих мощностей не лучшим образом сказывалось на общей экономике республики. В 1997 году за воплощение идеи проектирования и строительства собственного нефтеперерабатывающего комплекса в Татарстане взялась группа ТАИФ. В середине нулевых ТАИФ продолжил курс на дальнейшую модернизацию НПЗ. Следом началось строительство новых двух крупнотоннажных производств – установки по производству бензинов и установки по переработке газового конденсата. Сегодня ТАИФНК – развитый мощный комплекс нефтеперерабатывающих предприятий, в состав которого входит сразу несколько заводов – НПЗ, завод бензинов, установка по переработке газового конденсата, установка по производству битума, комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Как это было, история становления, развития и непрерывной модернизации нефтеперерабатывающего комплекса в нашем обзоре. Советская Татария была исключительно нефтедобывающей республикой. Так уж сложилось. Известно, что идеи развивать переработку черного золота возникали особенно по мере масштабного освоения нефтяных месторождений. Но, увы, им не суждено было сбыться. Отчасти потому, что остро нужны были нефтедоллары для поддержания военной мощи СССР, а во-вторых, нефтепереработку развивали в соседней Башкирии. В условиях плановой экономики этого было достаточно. Тем не менее, своего рода элементы нефтепереработки даже в советской Татарии имелись. Установка ЛОО ВТ-7. С нее, в принципе, все начиналось. Установка первичной переработки была построена на территории Нижнекамск-нефтехима,
Аббревиатура переводится как электрообессоливающая установка, атмосферно-вакуумная трубчатка. Цифра в конце обозначает производительность по переработке, то есть 7 миллионов тонн в год. Фактически установка была предназначена для нефтехимического комбината. И тогда, в советские еще годы, никто не говорил о нефтепереработке как об отдельном от нефтехимии комплексе. Тогда была цель извлечь из нефти бензин и отдать его на этилен, а мазут отдать на ТЭЦ. Все. Введенная в эксплуатацию еще в 1979 году и предназначенная для первичной атмосферной перегонки нефти с разделением ее на целевые фракции, к середине 90-х установка имела порядком изношенные мощности и крайне низкую загрузку. При проектной мощности по переработке нефти до 7 миллионов тонн в год ЛО ВТ в тот период реально принимала лишь 2,5 миллиона тонн сырья в год. А если брать во внимание тот факт, что год 1997 был едва ли не самым сложным для нефтяников из-за рекордного падения цен на черное золото, следует признать, Таиф выбрал далеко не самый подходящий момент, чтобы начать развивать нефтепереработку в Татарстане. Однако стратегическое решение было принято, к тому же к нему подталкивала и сама ситуация. Руководство республики настаивало, чтобы обеспечение Нижнекамского нефтехима сырьем, прямогонным бензином шло стабильно и в необходимых объемах. А во-вторых, возросла потребность Татарстана в авиакеросине и дизельном топливе, соответствующим требованиям Евростандарта. Так, реконструированная ЛО ВТ-7 стала первым технологическим звеном базового комплекса нефтеперерабатывающего производства. Результаты модернизации не заставили себя долго ждать. Уже на следующий год количество перерабатываемой нефти было увеличено до уровня проектной мощности установки. Была также увеличена выработка светлых нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и прямогонного бензина. А после этого, предотвращая последствия кризиса, охватившего экономику в 1998 году, Таиф поставлял продукты нефтепереработки для нужд сельского хозяйства и промышленных объектов на кредитной основе по ценам значительно ниже рыночных. Это было очень сложное и трудное время, когда специалистам компании пришлось взять на себя запредельные нагрузки. И только мобилизовав все свои ресурсы и силы, проявив невероятные лидерские качества, удалось добиться нужного результата. В этот сложный период конца 90-х, начала нулевых годов проходило становление предприятия, закалялся характер его коллектива. Ну, самое главное качество – это все-таки, наверное, отвечать за свои слова, да, отвечать за свои решения, за свои поступки. То есть, если предложил какое-то мероприятие, нужно не просто сказать, а нужно добиться его выполнения. Всю жизнь мы что-то строили, все достигали каких-то результатов. То Евро-4, то Евро-5, то увеличение производительности, то увеличение корзины продуктов. Естественно, корзина продуктов всегда была и будет высококачественной, да? То есть этапов было много, но всегда мы шли в ногу со временем. Вот на этом месте, где мы стоим, было болото и кустарник. Проектировщикам хорошо постараться, чтобы установка ЛО обросла вот этим комплексом гидроочистки средних дистиллятов. Установку визбрейкинг, параллельно строилась битумная установка. Расширялись товарно-сырьевые парки. С первых дней Таиф НК взял курс на расширение линейки производимой продукции, наращивание объемов и глубины переработки сырья, увеличение доли выхода светлых нефтепродуктов. Для этого специалисты и головной компании самого Таиф НК активно изучали отечественный и мировой опыт в поисках наиболее эффективных технологий. Для контроля за качеством сырья и готовой продукции при каждом заводе Таиф НК создана испытательная лаборатория. Все они оснащены по последнему слову техники и регулярно становятся победителями республиканских конкурсов. В 2002 году на НПЗ АО Таиф НК была создана заводская лаборатория. Ее предназначение – объективный и достоверный контроль качества нефтепродуктов в процессе производства и при проведении паспортизации товарной продукции. Тщательному анализу подвергается не только весь спектр сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов от дистоплива до авиационного керосина, от битума нефтяного дорожного до прямогонного бензина. Оценивается также качество воды по целому ряду показателей. Например, жесткость, щелочность, определение железа, хлоридов, кальция, фенолов, аммиака. Анализов очень много. Всего более 20 тысяч испытаний в месяц. Время одного анализа от 40 минут до 5 часов. Колоссальная нагрузка на весь коллектив лаборатории. Благо, профессиональная квалификация персонала и состав оборудования позволяют выполнять все исследования на высочайшем уровне. Поэтому за качество нефтепродуктов от Таиф НК можно быть спокойным. Площади позволяют разместить современное лабораторное оборудование. Парк лабораторного оборудования обновляется постоянно. То есть мы в тенденции идем со временем ногу и в соответствии со своей политикой в области качества стараемся осваивать новые виды испытаний, новое лабораторное оборудование. Все работники у нас имеют специальное образование,
имеют необходимый опыт в работе. Специалисты лаборатории повышают свою квалификацию на семинарах, на выездных семинарах и вебинарах. А работники лаборатории имеют возможность повышать квалификацию в специализированных учебных заведениях города. Перспективное направление для ТАИФ НК – производство битумной продукции различных марок и характеристик. Спрос на них хороший, и компания его удовлетворяет в полной мере. Что касается качества битумов нефтяных дорожных, ТАИФ НК достиг здесь неплохих результатов, но настоящим прорывом в технологиях стало производство на НПЗ ТАИФ НК битума полимерного вяжущего. Запуск такой установки состоялся в 2015 году. Применение полимерного вяжущего битума увеличивает срок эксплуатации дорог на 5-6 лет. При этом общие затраты на строительство возрастают только на 1%. Сегодня ТАИФ НК – это единственное предприятие в Российской Федерации, которое производит модифицированные полимерные дорожные битумы исключительно из своих сырьевых компонентов. Мощность производства установки битума составляет 140 тысяч тонн в год. География поставок широка, его используют дорожники Татарстана, а также Кировской и Ульяновской областей, иностранные партнеры из Казахстана, Белоруссии, Боливии. Тот участок экспериментальный, где у нас он есть, где он положен с участием, с применением нашего битума, там порядка 5 лет дорога своих свойств меняет. Никаких трещин на ней нет, никаких выбоин, никаких колей. Это невозможно. Такие слова звучат довольно часто, когда ТАИФ заявляет о старте очередного масштабного проекта. Скептики говорят, что нереально достигать таких результатов, что этого еще никогда никто не делал. Слишком рискованно, самонадеянно, затратно. ТАИФ знает, как посрамить сомневающихся. При этом нельзя сказать, что любой проект дается ТАИФу легко и безболезненно. Часто это требует много усилий, времени на реализацию. Главное в таких случаях никогда не сдаваться, идти иногда даже против течения, против складывающихся обстоятельств навстречу мечте, и тогда все получится. Что нам сейчас особенно нужно, так это вера в себя, в свои возможности, компетенции, знания. Я считаю, что мы сможем посрамить всех скептиков, которые сомневаются в том, что Россия способна на впечатляющий рывок в технологиях и развитии промышленности. Мне очень понравилось выражение, которое приписывают великому американскому боксеру Рою Джонсу. Он вроде как-то заметил: нельзя вернуться в прошлое и изменить старт, но можно стартовать сейчас и изменить финиш. Для нас сейчас, по-моему, довольно ценное пожелание, призыв, время более решительных действий, в том числе в экономике. И это время настало. Технологии у нас есть. Что касается кадров, нам нужно по возможности грамотно распорядиться этим капиталом. Как не проиграть эту конкуренцию на рынке талантов, как создать профессиональный и амбициозный коллектив, знают в компании ТАИФ НК. Сплав молодости и опыта. Спортсмены знают, как важно именно такое оптимальное сочетание для достижения высоких результатов в командных видах спорта. На производстве то же самое. Большое количество молодых специалистов хорошо, но очень важно, чтобы было кому осуществлять шефство над ними. В ТАИФ НК сейчас именно так. Есть кадры молодые, которые уже закрепились на предприятии, как Артур Шерифулин. Парень мечтает о карьере на заводе и профессиональном росте. Такие устремления в ТАИФ НК только поддерживаются. Главное, чтобы амбиции подкреплялись усердием и стремлением к новым знаниям. С этим у Артура вроде все в порядке. У меня здесь работает отец, его наставление было тоже. Были возможности трудоустроиться в другие места. Решил так здесь, потому что я проходил практику. Практику я проходил. И был уже все знакомым. И я решил трудоустроиться именно сюда. Все зависит, конечно, от самого же меня, от моего желания. В дальнейшем есть перспектива, да. Если прикладывать достаточно усилий, то можно достичь любой должности, в принципе. У Артура есть хорошие примеры перед глазами. С такой же должности в свое время стартовал и нынешний генеральный директор предприятия Максим Новиков. С рядовых позиций начинали главный инженер ТАИФ НК Алексей Храмов и директор НПЗ ТАИФ НК Владимир Лохомов. Работал начальник смены, замначальника цеха, зам главного инженера, 5 лет главным инженером. Дальше уже дорога права в управление ТАИФ НК. В принципе, все мое становление, по сути, оно прошло именно на нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ НК. Здесь я и познал, что такое эксплуатация, что такое реконструкция, модернизация. Я пришел оператором 5-го разряда. Наш генеральный директор Максим Анатольевич, оператор 5-го разряда на НЛО.
главный инженер Храмов Алексей Александрович. Он вообще у нас практику проходил, и мы его в то время заманили к себе. Он пришел, остался и нашел себя. Ну и таких примеров множество. Все руководители наших заводов и в управлении на 95% они выросли тут. Они сами себя сделали. Чтобы карьера у молодого специалиста пошла в гору, важно, чтобы рядом с ним был опытный наставник, такой как Рамиль Валеев. Когда пришел, здесь только начиналось, можно сказать, обороты, стройка только набирала, оборудования почти еще не было, только вот труба торчала на 100-й секции. Родом из Альметьевска, закончил Уфимский нефтяной институт, Рамиль Габдельбариевич именно в Нижнекамске построил свою карьеру. Сначала работал на нефтехимкомбинате, затем, когда был создан ТФНК, перешел сюда. Тут и нашел себя как профессионал и как наставник. Рамиль Габдельбариевич стал старшим товарищем для многих молодых специалистов. Сейчас некоторые из них стали и его руководителями, что вполне нормально, говорит. Даже вот начальники, мой начальник непосредственно сейчас, Ленар Ринатович Шаймарданов. В свое время я у него экзамен еще принимал в училище. Как знал, вот, что пятерку поставил ему все, что он будет начальник. Молодежь, она изменилась, она, хоть и принято ругать молодежь, я бы не сказал, молодежь, она другая, она не хуже, молодежь вообще отличная. Она другая, у них другое мировоззрение, другие ценности, но они такие заточенные на успех, они амбициозные, они... У нас нет людей, у которых на спине написано «наставник», но есть всегда люди, которые не ленятся научить кого-то. Самое главное, чтобы не ленились спрашивать. Как поддержать честолюбивые амбиции и стремление к знаниям молодых людей в ТФНК знают как. Для этого существуют различные программы по обучению персонала, специальные курсы повышения квалификации. А еще профессиональные конкурсы. Как показывает практика, именно такие конкурсы лучших по профессии могут стать настоящим трамплином и в повышении своего мастерства, навыков, и в продвижении по карьерной лестнице. Ну и, конечно, это еще и полезное общение, интересный опыт. Не так давно на конкурсе профессионального мастерства «Алабуга Skills» отличились сварщики ТФНК Булат Насибуллин и Рустем Хуснуллин. Они представляли родной нефтеперерабатывающий завод. При поступлении сюда каждому дается опытный наставник и дружный коллектив. Все нравится. Победа легко не дается. Сам конкурс, естественно, вот эта вот суета, так сказать, конкурсная. И вот, мне кажется, вот это самые сложные моменты и были в основном в конкурсе. И перед конкурсом тоже. В меня много кто верил, и как бы их подводить не особо хотелось. В автобусе, когда ждали других конкурсантов, поступил звонок от начальника участка. Говорит: Булат, поздравляю, вы заняли первое место. Тогда, да, я порадовался. Сразу позвонил жене, обрадовал ее. Та в ответ меня, считай, порадовался. Ну, как-то так, в общем, было. Люди разговаривали там о ТФНК, то, что надежная организация. С хорошими условиями труда, с хорошей заработной платой, так сказать. Профессиональный коллектив тоже не понаслышке знает, то, что здесь как бы присутствует. Вот хотел сюда попасть. В жесткой конкурентной борьбе второе место досталось Гульнур Курбангалиевой в компетенции лаборант химического анализа. ТФНК – это очень надежная компания, хорошая заработная плата, коллектив у нас тоже хороший. Все друг другу помогают, даже с этим конкурсом. Спасибо большое коллегам, они меня поддерживали, помогали, радовались за меня, когда я получила второе место. Мне здесь очень нравится работать. Я тоже в свое время, кстати, проходил эти конкурсы. Это целое направление, целая жизнь, да. И если люди хотят развиваться, показывать свои возможности, ну, наше, как сказать, предприятие всегда для таких открыто и будет созидать им, помогать. Вот, поэтому я горжусь такими людьми, такими работниками. Дай Бог им здоровья, больше знаний и всегда быть с нами в одной команде. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.